Selam aleyküm. Çok sağ olunuz kelgeniniz için. Elbette bayağı düşündük, ne yapayıq, geçireyik mi yok mu, ama böyle kararına geldik. Gerek onu yapmaya, birbirimizni görüyük, birbirimizni kol tutayıq, yanınızda oluyuk. Onun için vazgeçmedik, onun için böyle mirasimini geçirmeye kararını aldık. İnşallah çok sağ olunuz kelgeniniz için. İnşallah meraklı ve faydalı mirasim olacak inşallah. Ну и, собственно говоря, начну наш разговор с того, что я думаю, мы сейчас все находимся в такой ситуации, когда разговор о и культурной, и исторической традиции настолько актуален, настолько важен, особенно в контексте какого-то исторического наследия. Да? То есть в нынешней дискуссии, в нынешних противоречиях очень часто историческая традиция и, собственно говоря, память как таковая является предметом дискуссий. Именно поэтому мы решили задать такую тему, именно поэтому мы решили обозначить наше сегодняшнее мероприятие как «Орда. Домыслы и мифы» и поговорить на эту тему. Тем более, что и сам контекст, и само понятие на сегодняшний день весьма и весьма актуально. Ну и с удовольствием, конечно же, представлю нашего главного спикера Надырбей Бекиров, кандидат философских наук, историк, исследователь. Ну и передаю, собственно говоря, вам слово. Со старта хочу сразу же задать вам вопрос. В одном из выпусков проекта «Миркес» вы говорили о том, что историю пишут победители. Так всегда было, так есть сейчас. И у меня тогда следующий вопрос. Мы уже проиграли, раз историю пишут за нас? Знаете, историю до сих пор с какого-то момента пишут за нас, но нас столько раз побеждали, да, и все эти победители куда-то делись. Екатерина II, да, там большевики, там, ну, и разные другие, да. Не будем показывать пальцем, хотя всем понятно, что это был слоненок. А вот мы, да, вот мы все есть. Поэтому я думаю, что подлинную нашу историю мы еще напишем. Иншаллах. Надырбей, но я сразу хочу начать наш разговор с того, что такого с этимологического анализа, что есть Орда и содержание этого понятия, и почему сегодня актуально говорить именно вот в этом контексте об этом явлении. Ну, что меня, собственно, подтолкнуло? Во-первых, у меня всегда был интерес и к истории своего народа, крымско-татарского, и к истории тюрков, к истории вообще. Поэтому, скажем, слово «Орда» для меня не вчера появилось как предмет интереса. Но вот в последние годы слово «Орда», так же как слово «татары» или «татарин», оно стало таким для не тюрков и для не крымских татар, ну, таким, знаете, чем-то омерзительно-ругательным таким вот. Когда не знают, что сказать про что-то плохое, значит, вдруг нашли слово «Орда», чтобы это обругать как бы последними словами, не переходя на мат. Вот. И это делается ежедневно и по много раз в день. И это делается в значительной степени, на мой взгляд, как и многое другое, преднамеренно. То есть это попытка в том числе победить нас в очередной раз. Причем так, сломив наш дух изнутри, так, чтобы как вот какая-то часть крымских татар сейчас шарахается от слова «крымский татарин», начинает придумывать, кто он там на самом деле. Вот якобы, значит, при том, что это название, которое даже наши бабушки, дедушки между собой на ходу употребляли. То есть там 50 лет назад, кого спросили, кто-то по национальности из крымских татар, он сказал: татар, ну, само собой. Я уж не говорю там обо всех вещах. А сейчас, значит, часть крымских татар это воспринимает как ругательство в свой адрес, потому что их в этом убедили, что быть татарином плохо. Для чего убедили? Просто чтобы поругаться? Нет. Для того, чтобы мы сами добровольно, так сказать, со сломленной душой, с разбитым сердцем отказались от своего духа, отказались от своего наследия и культурного, и политического, и сказали: нет, вот мы тут хорошие, мы тут какие-то вот это все не наше. С Ордой то же самое. На нее идет напор, чтобы мы сказали: да какая мы Орда, да нет, мы там вышивальщицы, цветочники, там, не знаю, виноградари, там, мы ни в коем случае не Орда, а вот Орда, да, они гады, мы тоже их не любим.
Значит, в крымстатарском языке, как в большинстве тюркских языков, сейчас до сих пор слово, ну, похожее, да, орду, или там, ну, в зависимости от произношения, это армия. Но, ну, скажем, в современном турецком языке, да, где никакой орды как бы нет, современное государство, но тем не менее, орду я гиджеем, там, в армию иду служить, да. Однако понимание орды как армия – это тоже несколько узкое понимание. Почему? Потому что, ну, как бы, во-вторых, есть понимание орды как столицы. И, в частности, я не знаю, из присутствующих кто-либо задумывался о том, что есть такой официальный язык государственного Пакистана – урду. Так вот, урду – это тот самый орду. Никак иначе. Это вы можете в любом источнике прочитать. Орда на самом-то деле, по сути говоря, в тюркских языках это синоним общества. Те, которые пытаются употреблять слово «орда» сейчас в ругательном смысле, ну как бы так, откровенно, не откровенно, больше как бы имеют в виду и ссылаются на период Золотой Орды. Золотая Орда была Ордой, безусловно. Но дело в том, что Орда вообще возникла как явление вместе с появлением скотоводческих кочевых обществ. Это примерно, ну, где-то сейчас, конечно, до дня никто не знает, до года, но это примерно 1000 лет до нашей эры. И тогда, вот это, если хотите, изобретение скотоводства, потому что оно тоже не всегда было, скотоводы, кочевники появились из рода племенных общин охотников, собирателей. В зоне Великой Степи это был огромный прорыв. Настолько огромный, что вот эта организация общества и армия, Орда, она была и в прототюркских государствах или объединениях, и в тюркском каганате, и в восточном, и западном, и в любом другом каганате. То есть устройство общества Орда, государство, каганат. И в чем, так сказать, ее особенность? Вот если говорить о принципах Орды, которые потом сохраняли на протяжении тысячелетий в таком общественном устройстве. Это, во-первых, ну, по сути говоря, социальная солидарность. Нынешние конституции, нынешний как бы нормальный политический взгляд на вещи заключается в том, что все люди равны между собой. Так это и было принципом Орды. Точно так же, как в нынешних обществах все понимают, что на самом деле люди не равны. Ну, то есть кто-то богаче, кто-то здоровее, кто-то там крупнее, кто-то мельче, кто-то способнее, кто-то нет. Но, тем не менее, в политическом отношении все равны. И как бы занимающий более высокий социальный статус или более богатый, он не должен и не имеет права помыкать менее богатым, менее сильным и так далее. Так это принцип Орды. Даже русские исследователи XIX века, путешественники в Крыму, отмечали такое интересное свойство крымских татар, что, говорит, самый, что ни на есть, обычный пастух спокойно мог зайти в дом знатного, богатого человека, или даже там мурс, как они уже в позднее время назывались, сесть за стол и разговаривать с достоинством, не падая на колени там, и так далее. И никто никого не имел права просто так обидеть, только потому что он там помещик или там боярин там, или знать какая-то. Как это происходило на большей части остальной Европы. И вот это равенство, политика правового равенства, это принцип Орды. Второй принцип – это солидарность. То, что значительно позже вылилось в такой известный лозунг «один за всех и все за одного». Потому что нельзя было человека из этого народа или какую-то часть его обидеть, так, чтобы это было как где-то, там, Салтычиха там, своих девок там порол на конюшне. Не. Если обижали кого-то из Орды, вся Орда вставала на ноги. И только после этого, как бы, понимая, можно понять значение Орда-армия. Потому что вплоть до самых последних времен существования Орды, в том числе в Крымском ханстве, армия – это было народное ополчение. Это не были ланскнехты, это не были наемники, это не была какая-то там особая категория, которая отличалась от народа. Да, была ханская гвардия, кишик при Чингисхане, ну, личная охрана, считайте. Но в случае необходимости
в каждой семье было оружие дома, там были мужчины, которые были армией. И это тоже было огромным прорывом, который позволяло тюркским кочевникам, ну и монгольским, отчасти одерживать победы убедительные. Надрага, если позволите, я хочу Да. уточнить историю. Всегда очень интересно рассматривать какой-то исторический период в контексте. Да? И если мы говорим об Орде как о некой социальной, институциональной структуре, которая имела свой внутренний социальный организм, свои правила и порядки, то хотелось бы вот сравнить с тем, что уже существовало на тот период. Ну и немножко вернуться вот в наши, так сказать, крымские берега. Давайте сравним сравним, да, скажем, эпоха зарождения орд тюркских. В это время, значит, в Египте рабство, фараон, значит, воплощение живое божества, самый популярный вид смертной казни — отдавать человека на съедение крокодилам. Китай, Китайская империя, значит, правящая верхушка, чиновничество, элита, остальные по колено в этих, на полях рисовых, значит, там, с ревматизмом, совсем. И если, значит, крестьянство что-то не устраивает императора и так далее, то массовые казни там. В Китае, если посмотреть историю Китая, периодически происходят массовые волнения, восстания, и сначала, значит, крестьяне, если где-то там на месте одержали верх, они там всех уничтожают под нож, значит, а потом, если когда все-таки императорская династия берет верх государства, там миллионы жертв этих. Россия. Это восстание Болотникова, Разина, Пугачева и так далее. Западная Европа – это восстание Уотта Тайлера, это гуситские войны и так далее. Ни одного восстания или внутренней гражданской войны на социальной основе, на классовых противоречиях внутри тюркских орд не существует. Это не означает, что нет войны. Это не означает, что нет конфликтов, но это может быть с иноземцами или там знать племена между собой пытается там власть поделить и так далее. Но так, чтобы, так сказать, эксплуатируемые там встали против эксплуататоров, нигде нет. Не потому, что не умеет воевать или там характера не хватает. В других конфликтах это все проявляется. Но восстаний, возьмем Золотую Орду, внутренних восстаний в Золотой Орде нету. И в Крымском ханстве социальных восстаний нету. Это все продолжение Орды. А если брать Западную Европу, ну там 5 век, это что? Это эллины, Древняя Греция, рабовладельческое общество. А рабства в Орде как такового нету вообще. И вся экономика построена на эксплуатации рабов, которых считают за зверей. То же самое Рим, который расширяет постоянное владение. Почему? А потому что нужны новые рабы. Нужна новая война, нужен новый захват, половину убьют, царя, значит, то, что называется триумфом римским, с его семьей казнят публично в Риме, на площади туда пригнав, а остальных превращают в рабов. В Орде такого нету, в современных им ордах. Нет, в древнетюркском каганате, не позже. Более того, в Крымском ханстве раб, а это военнопленный, как правило, который 7 лет прожил в Крыму, да, его не продали, нет, это тоже отдельная история, внешнее рабовладение, он становится свободным. Есть известная украинская история об удачном походе атамана Серко на Крым, действительно удачный. Причем он как бы идейным соображением руководствовался, потому что освободил, с его точки зрения, многих пленников, захваченных в Крыму, значит, сумел отбиться, уйти от погони уже там на территории степи, за пределами полуострова. Он там через 3 дня обращается к тем, кого он освободил. До этого, видимо, разговаривать было некогда. Нужно было уходить с боями там, и так далее. Он говорит, ну что, вот я вас освободил, но как бы вам ничего навязывать не хочу. Это там, кстати, 17 век уже, 1600-е годы. И кто хочет вернуться, может вернуться. 40% развернулись, пошли в Крым. Он был настолько шокирован, ну там несколько тысяч человек было, я просто пересчитал по этим, 40%! Он обомлел, говорит, ребята, а вы что? Он говорит, а вот если мы сейчас вернемся, значит, вот сюда, в Украину там или куда-то, откуда, да, мы там превратимся в никого. А у нас в Крымах семьи, имущество, дома.
Так чем был привлекателен Крым? Если мы вернемся хронологически к периоду, с которым связывают, собственно говоря, появление вот этого явления под названием Орда, вернемся к Крыму и к тому, что уже существовало, то, опять-таки, эксплуатируя те мифы и домыслы, Орда и, собственно говоря, вот этнос крымско-татарский, он здесь, его хронологически связывает, там, условно, 13-12 века. Вот что из себя представляло вхождение Орды, и было ли это вхождением Орды на территорию Крымского полуострова, и что это было за смешение культур? Была ли Орда частью антропологии крымско-татарской, либо это случилось, ну, скажем так, социально-культурные процессы взаимопроникающие. То есть это было дополнение друг друга. И в итоге родилась некая иная нация под названием крымские татары. Тут два замечания. Одно немножко более широкое. Значит, опять-таки из-за того, что как бы не просто неинтересно, а где-то даже враждебно, да, отношение к ордам у европейских историков, у восточноевропейских историков, то вот эту организацию общества в виде Орды представляет как, ну, некую... Кстати, что и сейчас пытаются представить, когда употребляют слово Орда, это когда какая-то большая толпа, состоящая бог ты знает из кого, в каком-то рване, куда-то без всякой цели там, или намерения, или понимания пути куда-то валят, знаете. Вот валит какая-то здоровущая толпа, неграмотная, там, босая, там, какая-то жадная, грязная. И вот куда, и кто ей попадается на пути, она всех сметает. Просто из жадности, голода там, и так далее. Вот в каком смысле. Так вот, кочевое общество и ордынское общество было очень хорошо организованным. И, внимание, значит, уже с тех самых древних орд у кочевников существовали города, что всячески замалчивается. Причем не только внешние города, а свои, потому что я сейчас приведу факт, который как бы все знают, но никто не задумывается о значении. Откуда у кочевников Орды было хорошее оружие? Понимаете? Если ты с утра до ночи пасешь баранов и скачешь на коне, и больше ничем не занимаешься, как, ну, в лучшем случае это представляется, то когда, тебе делать вот эти замечательные сабли, хорошие луки, там защитное вооружение и так далее. Где это делается и кто это делает? Это делает городское население. А что было до этого? Я отвечу на вопрос. До этого была чума 1346 года, которая по европейским источникам в Европу попала откуда? Из Крыма. Там генуэзцы на кораблях завезли. Но общая теория, с которой все согласны. Но, ребята, до того, как она попала из Крыма-то, она пришла в Крым. И она прошлась по всей Золотой Орде. И если европейские источники сейчас тоже говорят, что где-то до 60% населения Европы того времени за несколько лет, там десятков лет, вымерло, так что же было там, где эта чума шла до появления в Европе? Вот откуда упадок там из Золотой Орды, и потом, почему Тимур все-таки с ней справился, и все эти последствия. А вот когда возникает Крымское ханство, или когда вот начинаются его предпосылки, надо понимать, что в Крым пришла условно по тем временам монгольская орда, то есть поход Бату, до этого Почему там... она пришла? Извините, я перебиваю. Я к этому тоже приду. Но дело-то в том, что в Степном Крыму, я имею в виду не только полуостров, но все причерноморские степи, и Северный Кавказ, и Волга и так далее, тоже были орды. То есть не то, что первый раз в Крым пришла орда. Начиная там еще со скифов, начиная с хазар, потом печенеги, потом половцы. И вот половцы уже непосредственно сталкиваются с этой ордой. Это тоже орда. Почему она пришла? Потому что... К чему? К чему пришла? К тому, что в конце концов те, кто остались... война всегда эксцесс, война всегда резня. Если кто-то... посмотрим на нынешние, так сказать, некие события, да? Сопоставим их словом резня, гибель массовая и так далее. Если такое возможно в 21 веке, в разных частях мира, представьте, что это 13 век или 8. Я имею в виду, к чему, когда пришли к тому, что те, кто остались живы, вошли в эту сначала монгольскую империю, в том числе здесь. Не случайно в Крыму есть Кыпчак-Ери, то есть это район Феодосии. То есть в чистом виде половцы как бы. И Мангыт-Ери, это соседний Джанкойский район. Мангыт — это как раз монголы. А потом это все вместе в Крымском ханстве.
И опять-таки надо понимать, что Крым и Крымское ханство – это не полуостров. Это начиная от границы с Румынией нынешней до Волги. Мы с вами обычно идеологически не сходимся в двух вопросах. Да? Ваша, скажем так, тюркско-ордынская версия этногенеза Крымского полуострова и моя европейско-средиземноморская версия. Я хочу, знаете, разобраться в каком вопросе и озвучить, собственно говоря, его содержание. Для меня появление ордынского условно культурного, этнического и другого присутствия в Крыму, для меня это однозначно смешение неких социальных практик, исторических практик, ну и культурных практик. Да? Для меня Крым в период с XI-XIII века – это активный процесс этногенеза, это активное смешение культур и взаимопроникновения. Так вот, когда я говорила, что принесла Орда в Крым, я исхожу из, скажем так, убеждения о том, что Орда – это прежде всего институционализация, это прежде всего некий, скажем так, социально структурированный порядок, который соприкасался с другой версией, другим порядком и экономическими, ну, скажем так, это называется на современном сленге скиллами, да, или инструментарием, который был уже и работал в Крыму. То есть Орда пришла не на пустое место, Орда пришла уже на существовавшие тюркские племена, в том числе, которые здесь были. И что дало вот эта вот институционализация, пришедшая вместе с Ордой, и, собственно говоря, та практика взаимодействия, которая уже существовала в Крыму, тот опыт, который уже существовал в Крыму. И в итоге из этого что получилось? Вот к чему я вас Ну, пытаюсь. у нас нет таких больших различий, за исключением того, что, на мой взгляд, ты ошибаешься, когда ты говоришь, что Орда пришла в Крым в XIII веке. Орда в письменных источниках пришла в Крым в V веке до нашей эры вместе с киммерийцами. Вот. Потому что они тоже были ордынским народом, и скифы были ордынским народом. Вот. А если мы уже говорим о XIII веке, мы говорим как бы о том, что более-менее как бы на памяти у всех это Золотая Орда, надо понимать, что Крым, для меня Крым это всегда не полуостров, для меня Крым это Крымское ханство, которое раз в 7-8, а то и больше Крымского полуострова. И если брать Крымское ханство, то вот полуостров Крым – это маленькая точка. Очень интересный, очень красивый. Не случайно во многих источниках там Крым сравнивается с раем. На базе, так сказать, на сравнении с просторами там, и условиями жизни в степи, да, вот этот Крым, он был очень интересен. Но надо понимать, что в этом отношении Крым вплоть до XVIII века был разделен. То есть степной Крым это могли быть хазары, это могли быть киммерийцы, это могли быть скифы, это могли быть половцы, а горно-лесной Крым это всегда что-то само по себе. Это тавры, это в средние века Феодора. И мало кто знает, что во время османского вторжения в Крым десанта, там, в Кефе, в Кафу и так далее, как бы первые бои крымские татары вели вместе с феодоритами и генуэзцами против османского вторжения. Проиграли. Но для генуэзцев это кончилось трагически, их попытались, как бы, кто не погиб, там, продать в рабство. Пришли существовавшая тогда община потомков хазар в Кафе, иудеев, это нынешние крымчаки, и предложили османам выкупить у них генуэзцев. Выкупили, при условии поставив генуэзцев, а они при этом уже 200 лет где-то с венецианцами, генуэзцами встречались, то есть они друг друга как соседи знали. Они им сказали: ребята, вы принимаете иудаизм, отказывайтесь от католичества, мы вас покупаем, вы остаетесь на месте. И вот последнее вливание поэтому в крымчаков это были генуэзцы. Куда они делись? Они сейчас в крымчаках. Ламброза, Пиастра, фамилии крымчакские и так далее. Так вот, это взаимодействие, о котором ты говоришь, оно существовало и раньше. Хазары забудем слово Византия. Его никогда в истории не существовало. Его придумал там немецкий историк 17 века, который ромеи. Ромеи и урумы. Урумы тюрки по языку, ромеи говорят на средневековом, чтобы было понятно, в византийском языке. Хотя византийского языка никогда не было, он назывался ромейским. Так вот, это взаимодействие было и раньше, но формально горно-лесной Крым и побережный вошел в состав Крымского ханства, к сожалению,
ну просто как насмешка, да, накануне его полного уничтожения. То есть в 1783 году Крымское ханство объявляется независимым, в это же время Османский Санджак, то есть горный лесной Крым, бывшая Феодора, входит в состав Крымского ханства. И только 9 лет в одном государстве это существует. Потом я не то говорю, в 1778 году. А в 1783 все это, и не только Крым, а вся прилегающая территория, в том числе нынешняя Ростовская область, Одесская, Херсонская, Запорожская, вся Кубань объявляется Россией. Только с этого момента. А это взаимодействие, оно существовало всегда. И, конечно, часть тюрков, ну там кочевники и так далее, они оседали, причем это тоже не в последнее время произошло, на земле становились земледельцами, когда не хватало угодий. Разумеется, в самом Крыму, вот теперь если про полуостров говорить, ну какое тут кочевое скотоводство? Тут до Северо-Крымского канала воды не было, полупустыня. Что интересно, за пределами Крыма травы, так сказать, воды и так далее гораздо больше. Поэтому на территории Степного Крыма там буквально 2-3 месяца как бы пасли скот весной, потом уходили за перекоп на север, если сейчас об этом так говорить. И тут стало развиваться земледелие, которое, хотя и рискованное, но все-таки оно как бы вдоль там рек, вдоль чего-то и так далее. Именно пшеница, там проса и всякое такое. А горно-лесной Крым – это рыболовство, это виноградарство, фрукты. Кто на этом просто так может прожить? Да никогда. Ну, Крым жил торговлей. Совершенно верно, Да. торговля, да. И где она происходила? Кефинская как раз-таки Велиолет, или как вы там правильно Понимаете, историки мы называете, опять вот... это экономическая жилка. Мы не поймем правильно? Крым, если мы будем вот изолировать полуостров от всего вот этого исторического географического контекста, потому что основным как бы руслом торговли, да, международного обмена, это был Великий Шелковый путь. Западная часть которого шла по Золотой Орде, это был не только обмен между севером и югом, из греки, который шел через Крым, да, но это был вот восточно-западный обмен. Когда Шелковый путь, северная ветвь, которая в том числе шла через Крым, через Феодосию, через Карасу-Базар и так далее, через Кафу, да, через Керчь, она была оборвана, но сначала вот этой чумой и разгромом, потом уже постепенной российской аннексией там, Казанского ханства, Астраханского ханства и так далее, то вот эта международная торговля, и Крым как ее часть, она остановилась, исчезла. Даже Эвлия Челеби, ну, вот этот турецкий путешественник, знаменитый, описавший Крым, проживший несколько лет, он, ну, для своего времени очень грамотный, интересный человек, но он тоже некоторые вещи не понимал. Он записал легенду, от чего захерел Старый Крым. Вот еще в его время, там 1600 какие-то 60-е годы примерно, все помнили, какой был интересный Старый Крым. Ну, еще в живой памяти людей осталось. И потом что-то он стал как-то что-то там распадаться, уменьшаться. А почему? Да потому что Старый Крым был одним из центров, поворотных центров через Старый Крым. Потому что вот нынешняя дорога, которую вы знаете, на Судак и на Феодосию, она несколько отличалась. Тогда традиционная дорога, он был одним из центров. А вот Карасу-Базар, спрашивается, зачем доходить до Карасу-Базара, географию вспомните, если, скажем, основная международная морская торговля идет через Феодосию? Что дело принципа, надо было еще там 60 километров вперед уйти, а потом возвращаться? Нет, потому что Карасу-Базар как раз был центром торговли север-юг. То есть северные товары, в том числе, ну, вот с нынешней Украины, России, там, Скандинавии, они шли через Карасу-Базар, встречались там, а потом уже через Феодосию, Генуэзы и венецианцев вывозили. Вот. Без этой и внутренней торговли, и международной, конечно же, не хватало просто на нормальную жизнь, на развитие. Не говоря, как реальный культурный и экономический обмен, да, достижениями из запада на восток тоже так же везли. Так и внутренняя торговля уже, ну вот она превращалась, там, эти сухофрукты, те баранину. А второй важный компонент, что именно международная торговля, Великий Шелковый путь и для Золотой Орды, потом для Крымского ханства давал что? Давал пошлины, сборы в государственную казну. И это, кстати, тоже очень примечательная сторона Золотой Орды и потом Крымского ханства, которые напрямую крымские ханы считали себя преемниками Золотой Орды. Ну, типа немножко по краям там осыпалось, но мы Великая Орда.
Они не называли себя крымскими ханствами, называли себя Великой Ордой. Как бы столица из Сарая, вот, который разрушил Тимур, там, из этих вот она перешла в Крым, и мы вот Великая Орда. Но уже экономические условия были другие, но и социальные условия были другие. Так вот, поэтому это одна из причин, вот эти ряд обрушений, потери населения, разгром промышленных центров и остановка Великого Шелкового пути не позволяла крымским ханам собрать достаточное количество денег, которые бы обеспечивали вот этот самый технический прогресс. А внутри Крыма, безусловно. Потому что овчарок на границах между Феодорой там, или генуэзскими владениями и колючей проволоки не было. Люди спокойно перемещались. И, безусловно, это сказалось и на этногенезе. Ну, я об этом уже много и говорил, и писал. Именно поэтому крымские татары настолько разнообразны. Возьмите 100 казахов, поставьте их ряд, возьмите 100 китайцев, возьмите, там, не знаю, 100 итальянцев даже, или греков, поставьте их в ряд, и вы увидите, что эти люди, ну, как-то так, знаете, ну, как-то так, более-менее похожи. Возьмите 100 крымских татар, не скажите, что это один народ, никто никогда не догадается. Надрага, еще тогда, раз уж мы сегодня собрались разбираться с мифами и домыслами, то понятно, что Орда — это прежде всего долгая и продолжительная история. Орда — это прежде всего институциональный порядок. И вот, продолжая разбивать эти мифы про институциональный порядок и правовые документы, и памятники. Я всегда сравниваю, да, исторические периоды, и мне кажется, ну, это важно понимать вообще, где в какой мы, ну, скажем так, в каком состоянии мы находились в тот или иной период. Так вот, период, когда вы говорили о правовых и институциональных каких-то документах Орды, и которые реализовывались здесь, это как раз период формирования, ну, первых правовых памятников в Европе. Да? Там это Хартия вольности, это Магдебургское право, это Конституция Филиппа Орлика. И, собственно говоря, эти документы легли в основу сегодняшнего вот, ну, представления как о правах человека, представления о организации государства. То есть первые вот такие вот праворегулирующие документы, которые и по сегодняшний день являются вот той базой и основой. Я уже не говорю про римское право и все остальное, что шло нам со Средиземноморья. Да? Так вот, что, собственно говоря, в этом смысле представляла из себя Орда? Спасибо за вопрос, он же подсказка. Это действительно очень важная вещь, которую обязательно надо знать. Но до этого я тоже один шажок в сторону сделал, потому что очень важный. Вот вспомните, там, монголо-татарская ига, там, кошмар, значит, обирают. Десятину платят! Ребят, десятина это что? Это 10%. Сейчас любой из вас, кто легально платит налоги, платит минимум 13 подоходный налог. А вы спросите предпринимателя, сколько он платит вот в виде там НДС, который включается, акцизы, там, налоги, помимо этого всего. И выясняется, что это 67%, ну как считать, у кого-то 90% от того, что он заработал. Давайте где-нибудь сейчас в любом государстве мира скажем, в любом, самом что ни на. Ребят, с завтрашнего дня все налоги 10%. Да там же на землю стать не дадут, на руках будут носить без машины, понимаете, всю оставшуюся жизнь без самолета. А это, оказывается, бремя было ужасное, кошмарное. Возьмем, значит, теперь уже правовые памятники. Так причем это было, ну, судя по тому, что как оно как бы укоренилось, это было уже в традициях. То есть это было потом записано официально, что десятина в том памятнике, о котором я сейчас скажу, но это же тоже не пришли из пальца высосали. Это такая традиция. Но что касается правовых памятников. Принято считать, ну, тоже в учебниках, там, что, дескать, первая конституция, ну, такие вот конституции, да, это американская конституция. Молодцы они там, да, и почти рядом с ней там французская конституция. И сами европейцы, все остальные хотят, не хотят от этого считают, там и права и человека и так далее. Только надо вот что иметь. Когда там в декларации или там в конституции писали, что там, скажем, что Бог создал человека, всех людей равными, стремящихся к счастью, обладающим и так далее, в это время там 10-15 джентльменов в поместье у Джорджа Вашингтона пили виски и писали конституцию, отцы-основателя. А в это время под окнами на плантациях у Джорджа Вашингтона тяпками работали негры, рабы. И у тех людей рука не дрогнула писать, что, значит, Бог создал всех людей равными.
Французская революция. Ну, много чего можно рассказывать, там, как голову налево-направо рубили. Ну, нынешних, конечно, средств не было, поэтому там несколько сот всего жертв того террора якобинского и революционного. Но уже во времена Наполеона восстанавливается во Французской республике рабство в их колониях. То есть сначала отпустили рабов, ну, на Гаити, допустим, а потом через там, пару десятков лет объявили, что они снова рабы. Да, фратерните, там, эгалите, либерте, да, то самое. И оказывается, наша традиция вот уходит, ну, я имею в виду самые передовые традиции. Слушайте, а это не в те общества уходит, где не было рабов в принципе, как в Орде. Своих в рабов не превращали, а чужие через 7 лет на свободу выходили, если они оставались в этом обществе. И после их освобождения, такого победного, возвращались домой, говорили, у нас семьи, имущество и земля здесь. А там, на нашей родине, нас ничего не ждет. А не здесь ли права человека? И действительно равенство, независимо от этого. Так вот, один из, ну скажем, если брать наиболее древний памятник российский, хотя какой он древний, это 11 век, это середина Средневековья. Это «Русская правда», Ярослав Мудрый, да? Ну, у нее есть несколько редакций, она дополнялась и так далее. Один из самых ранних, там первый, по-моему, 1056 год. Не, нормально, слов нет. Там в основном об уголовном праве, что кровную месть отменить, чтобы там штраф платить. Но за боярина платить один штраф, а за там холопа или смерда, которых уже тоже там записали, прямо там записали, значит, совсем другой. Есть знаменитый документ, ну, который тоже неплох, я не говорю, что он плохой документ, 1215 года «Великая хартия вольностей», о котором тоже говорят, вот тут какой классный документ, там свободы, права, тут тудым-сюдым. Но что такое этот документ? Это документ между баронами, феодалами и английским королем. Нет, там, конечно, говорится о свободных людях, которые, кстати, но только о свободных, потому что в Англии того времени далеко не все были свободными. И есть вот такой, знаете, отвратительный, так сказать, вот ордынский документ, который называется «Яса Чингисхана» 1206 года, который, в отличие от, скажем, Великой хартии вольности, которую, ну, в результате восстания бароны заставили там короля подписать, потом что-то шло, или «Русская правда», которая в значительной части, вы понимаете, что русские в X или в VIII или IX веках это Рюриковичи, это варяги. Примерно в это же время появляется, ну, там, в Западной Европе французская правда, солическая правда. То есть это, ну, варяжское право. В это же время, обратите внимание, норманы завоевывают, то есть потомки варягов, по сути говоря, скандинавов, которые уже на пару веков осели во Франции, они завоевывают Британию, появляется вот нынешняя королевская, так сказать, система в Англии. До этого там местных королей убивают всех вот, и знать. Ну и вот потом эти компромиссы. А в 1206 году на Курултае, на общенародном собрании, принимается Яса. Ну-ка покажите мне, где в Европе это сделали? Или в Америке? Да, конечно же, если прочитать, это небольшой документ, там порядка 50, ну 63, по-моему, статьи. Вот. Если его сейчас прочитать взглядом современного человека, там многое не понравится. Там за многие вещи смертная казнь. Там, а что, в Европе не было смертной казни? Но костров не было. Там, интересно, это еще до того времени, когда монголы, вот именно, ну, условно монголы, потому что они тоже там не все как бы монголы, то для того времени обобщающие. У монголов, как у народа, нет ни одного преимущества в этой конституции. За исключением того, что вот по этой Ясе не может быть монгола-работника или раба. Все, ни одного другого. Государственного языка принудительного монгольского нету. Что такое московский УУС? Значит, вернее, даже не только московский, а вот эти все, ну, нынешние русские УУСы, условно, они по-разному, они русскими не назывались. Тверской, там, новгородский, там, московские УУСы. Там что, навязывался татарский язык? Никому дела до этого не было. На каком языке хотите, на каком пишите. Там что, назначались губернаторы? Да, назначались. Князь приезжал в ставку Орды, получал ярлык на это, потому что претендентов было много из них. Но он же был, блин, местный. Так вот, современными глазами, конечно, иногда кажется, что, ну, так подождите, мы в 20-21 веке живем.
А когда, допустим, в этой есе Чингисхана вводится, что все религии равны, и служащих любой религии нельзя обкладывать налогами и забирать у них ему. Золотое кольцо России когда возникло? Вот как раз в этот период. Мусульмане, христиане, там, шаманисты, ну как хочешь называй. Все религии равны. Это 13 век. Ну там слова другие, там что служители там, и так далее не трогать. Там нет, я современным языком говорю. Ну возьмите, прочитайте, он в интернете есть этот текст. Так вот. А что в это время? В это время крестовые походы. Причем не только против мусульманского Востока, а внутри Европы, когда 1,5 миллиона жителей Южной Франции, нынешние цифры не я придумал, альбегойцев, разновидность католиков, убивают другие католики. Или там против там еще и так далее. Когда еще впереди все костры с ведьмами и инквизиция. Когда впереди война католиков и протестантов. Несколько сот войн, там гуситские восстания и все, что хочешь. Когда в России в это время где-то, значит, тоже практически, ну где-то какие-то отдельные иудейские общины могли быть там или кто-то, но в принципе это православие. И только православие. А в Орде, в которую входит, ну, нынешняя как бы часть России, там абсолютно равноправие мужчин и женщин. Черт возьми, в Европе когда до него доперли? В конце 19-го, начале 20 века. Когда отменяется различие между так называемыми законно рожденными, то есть в браке детьми, и так называемыми незаконнорожденными. В Орде этого нету. Если это твой ребенок, неважно, чей он, от как бы законной жены, от наложницы или просто случайно там попутчицы в поезде. 13 век. В семье полное равноправие. Когда, значит, мужчина на войне, ну, приходит, значит, все дела ведет женщина в полной, так сказать, в полной ответственности, полной. Ну, там единственное, опять-таки, ну, как бы, ну, еще бы и этого не было. Провозглашается, что только чингизиды могут, из рода Чингиза могут быть каганы. Ну, для себя, конечно, поработал. Но при этом, при всем, хан, каган, должен избираться на Курултае. Правда, Курултай тогда не понимается, как совершенно всеобщее избирательное право. Да и представь себе по такой империи организовать это все, да и в голову-то не... Подождите, а что, в Европе было, что ли, всеобщее избирательное право? И потом, если брать Великую Хартию Вольностей, это был документ, внимание, не Британии, потому что Британии не существовало, Шотландия была отдельно, Ирландия была свободной, а только Англии. На другой стороне Ла-Манша, Франция нынешняя, там, Германия, Испания, близко ничего такого не было. И он действовал вот в этих пределах и чуть-чуть там где-то разрастаясь полегоньку, потихоньку. Конституция Пилипа Орлика, которой очень гордятся украинцы, это, ну, его тоже можно найти. В этом неплохой проект, это действительно конституция, как бы попытка создать образ устройства государства предположительного, но в реальности, если брать историю, это оказался конституционный проект, то есть ее проголосовали, но она ни дня не действовала. Ну, потому что была после уже вот этот 1715, по-моему, год, была идея отделить Украину. Ну, в каких границах трудно сказать, они как-то менялись и так далее, но как бы сделать ее независимым государством, но не получилось. Вот Карл XII, шведы там вместе с Мазепой проиграли, и поэтому эта конституция была написана. Кстати, в ней есть несколько статей, посвященных Крымскому ханству, где вот между будущей как бы независимой Украиной, как она тогда мыслилась, и Крымским ханством должен был быть постоянный союз. Постоянный союз. Вот такой был взгляд. Но это тоже 1715, а не 1206. И если вы возьмете текст Есы Чингисхана, понятно, по нынешним, ну, архаичный язык, как-то там не так все серьезно. Нет, глава 1, глава 2, заключительный переход. Понятно? Ребят, 13 век, что вы хотите? Почему я говорю о том, что это Конституция, в отличие, скажем, от русской правды или Великой Хартии Вольностей? Потому что она устанавливает базовые принципы устройства общества. Базовые. Там есть, конечно, и конкретика вот это, там за прелюбодеяние смертная казнь, допустим, да, что в Конституции обычно не пишется такие вещи.
Но я еще раз говорю, это 13 век. Ни в Великой Хартии Вольности, ни в Русской Правде или нет этих базовых принципов. А если и есть, они как раз устанавливают различия между различными классами, смертными, там, боярами, там, баронами там, и так далее, королями и всеми остальными. А в ЕСе этого как раз все равноправны. Историки говорят, что следствием принятия вот этой вот Великой Хартии Вольности, ну, в частности, если мы говорим об этом документе, является это своеобразный такой себе социальный договор между сословиями, это, ну, первые, скажем так, звоночки для установления конституционной монархии в Англии, и это, ну, скажем так, такой себе был заложен фундамент для построения, ну, в глобальном смысле, в будущем английского парламента, то есть такой себе законодательной власти. Что являлось следствием наличия этой конституции в Орде, я имею в виду вот конституции Исы, Чингисхана? То есть каждый документ сам по себе интересен теми последствиями, которые... Ну, начнем с того, что да. Великая Хартия Вольности неплохой документ для своего времени. Я тоже не говорю, что как отвратительный документ там. Нет, нормально, хорошо. Но да, по-настоящему хорошего, далеко 7 верст лесом и гораздо позади Исы. Значит, во-первых, надо понимать, что вот очень хорошую тему затронула. Это предпосылки, значит, создания английского парламента. Да, там в Великой Хартии Вольности говорится, что при короле создается постоянный совет из 25 баронов, не крестьян, не колхозников, который должен там, с которым нужно обсуждать налоги. Ну, потому что одна из тем таких болезненных, да. Вот. И, кстати, который породил восстание, потому что до этого там король залез в долги, война во Франции неудачная и так далее, стал собирать, и вот восстание, а потом Великая Хартия Вольности. Так подождите, это предпосылки парламентаризма. А Иса Чингисхана принимается уже на заседании парламента Курултая. И дальше в самой Исе записано, что каждый следующий каган должен одобряться Курултаем. Да, он, конечно же, еще раз говорю, не всеобщий выбор, не референдум, все-таки реально это, ну, условно, как бы тюрко-монгольская знать, но, тем не менее, это огромное собрание людей, которые представляли, ну, если хотите, в виде представительского мандата, потому что беки-беи — это не просто люди, которые там пришли, захватили и всех себе, как, ну, допустим, боярин там или князь или там герцог какой-то, местное население. Нет, это его единокровцы, это его род, это его племя. Это глава рода или племени, который представляет интересы рода или племени. Вот их собрание, когда он принимает какое-то решение на Курултае, он думает, что он вернется домой в родное кочевье там, или в родной Уз и будет объяснять, почему он так голосовал. Почему он принял такое решение. То есть английский парламентаризм зарождается на базе Великой Хартии Вольностей. В Великой Степи он уже существует. Никаких межрелигиозных столкновений. Если говорить уже о Крымском ханстве, то постепенно Иса была вытеснена логично шариатом, потому что как бы с тех пор, как ислам стал официальной государственной религией, это как бы само собой, что шариат должен тогда преобладать. Да? Так вот, значит, более того, в Крымском ханстве, за исключением случаев, когда шла речь об уголовном деянии, о преступлении, и когда шла речь о споре между мусульманином и немусульманином, который в Крымском ханстве было полным-полно, много очень, и никто их не трогал, значит, были внутренние суды, у христиан свои, иудеев свои, по своим обычаям и прочее. И государственная власть в них не вмешивалась. Покажите мне сейчас какое-нибудь государство, где вот так, где нет центрального закона, независимо там, от твоих, вот мы так решили, ты так и сделаешь. Какое это государство есть такое? А там вплоть до конца Крымского ханства христиан судили свои христианские, судьи по своим обычаям, традициям, иудеев свои там и так далее. Нет, в катараскерских летописях есть записи о том, что ответчик был мусульманином, истец христианином и так далее. Сколько угодно. Правильно. Судили их катараскеры. Правильно, потому что это спор между мусульманином и немусульманином. То, о чем я сказал. За уголовные деяния, значит, рассматривались и споры между мусульманами и немусульманами рассматривались по шариату. А внутри религиозных общин они рассматривались по традициям. Поэтому ничего удивительного, да?
Раз истец из разных религий, кадиями рассматривался и рассматривался по шариату. Плюс одет. Все правильно. Вы, Лили Ханом, абсолютно подтверждаете то, о чем я сказал. Нет ни одного восстания в Крымском ханстве там или где-то, где как бы люди под одним религиозным знаменем там защищают свои права, свободы от там ханской власти или там от других. Нету. Религиозные терки начались после того, как Казанское ханство было завоевано Московией. И ислам был запрещен, татарам запретили за 41 версту селиться, стали принудительно крестить, а в татарских государствах, хоть в Орде, хоть это никакого принудительного принятия ислама, потому что ислам был объявлен где-то 1320-е годы узбек-ханом государственной религией, но понимание государственной религии тогда и сейчас очень отличается. То есть государственная религия — это не то, что каждый подданный должен выполнять. Речь шла о знати. Отсюда пошел татарский выход. Мурзы, которые были не согласны, они как раз там есть переписка, что если мы тебе подчиняемся, какая тебе разница, во что мы верим. Ну, так не получилось. Вот отсюда пошел выход татарских мурз в Москве, в эти, где они принимали христианство и где учили, кстати говоря, русских и русскую знать воевать с татарами, потому что все приемы боя, все вооружение, вся тактика и стратегия, они были известны. И не случайно, поэтому значительная часть русской знати уже последних веков имеет татарское происхождение. Это татары, перешедшие на сторону русских, как раз потому, что не готовы были принять ислам. А простонародье, пожалуйста. То же самое отсутствие межнациональных, межэтнических столкновений. Вот то, что это. Ведь мало кто знает, что... Ну, самые последние, так сказать, примеры покажу. Вот, в 1905-1906 годах, вы знаете, по России прокатилась волна еврейских погромов. Она была ужасающей в Одессе, в части украинских городов, в молдавских городах, там тысячи дети с разбитыми головами и так далее. Попытка таких погромов была и в Крыму. Знаете, кто их остановил? Крымско-татарский эскадрон. Губернатор, начальство не вмешивалось. Собрались офицеры, крымские татары, вышли к погромщикам, это было и в Феодосии, и в Симферополе, и сказали: только попробуйте. Только попробуйте. И в Крыму антиеврейские погромы были остановлены крымскими татарами. О чем большинство вообще и большинство евреев знать не знает. А было вот так. Вот тебе, значит, продолжение этих всех вещей. Потому что, ну, разумеется, когда какие-то законы действуют, ну, сначала там, может быть, где-то принудительно, как везде, где-то, но за столетие это приходит в привычку. Огромная межэтническая, огромная религиозная толерантность. В том же Феодора двоеверие, когда брата зовут Алексей, а, значит, сестру зовут, ну, там, допустим, да, Мирием. Это не просто, ну, как сейчас говорят, смешанные там. Нет, семья из поколения в поколение. Ну, просто часть членов семьи. Это не то, что мама с папой встретились с разных вероисповеданий, и дети у них вот так вот. А это из поколения в поколение. Свободный выбор религии. Хочу, значит, православие, хочу ислам. И живут одной семьей. А у них дети могут еще поменяться. Мы немножко подзабыли корни этого всего. Ну, нельзя было не забыть, потому что кто крымских татар вообще обучал их собственной истории? Где? Или сейчас кто их и как обучает собственной истории? Но в наших традициях народных и в нашем мироощущении это все сохранилось. Вы же посмотрите, что для крымского татарина ну, есть люди с определенными как бы, там, устойчивыми взглядами, там, с какими-то... Это в любом народе всегда, это так по-другому не бывает. Но в целом, разве крымские татары ощущают, допустим, христиан или буддистов своими врагами только потому, что они там... Близко такого нет. Нет, но если прийти, обидеть, там, наделать гадостей, да, как умудряется, тогда другое дело. Но не потому, что он в Христа верит. Или к иудеям и так далее. Более того, тюрки, крымчаки или там караимы, те иудеи, те, ну, караимизм, особая ветвь, которая как бы отличается и от иудаизма, и от христианства, от ислама. Просто она очень маленькая, и ее специально, нарочито иногда путают, специально смешивают с иудаизмом, хотя это не так. Вот. Тоже авраамическая религия, и караимы признают только Танах, Тору, и не признают Талмуд.
Но христиане признают и Танах, Тору, и Новый Завет. Пожалуйста. У нас Инджиль, у мусульман, ну, так как бы очень серьезно не воспринимается, потому что есть последнее писание Коран. Но Инджиль, как священное слово, так сказать, первая версия ислама, древняя версия, когда, может быть, даже с ошибками и так далее, но тоже признается и почитается. Надрага, финализируя наш разговор, последний вопрос. Почему вот та правовая юридическая традиция, европейская, я имею в виду там, 13 век и так далее, 12-13 века, она сохранилась и была имплементирована вот в сегодняшнее пространство, да, политическое, социальное, правовое, условно говоря, да, и становится сегодня примером и объектом, то есть субъектом точнее, а традиция ордынская, правовая, юридическая и так далее, она, собственно говоря, потеряла вот какой-то эмоциональный, интеллектуальный и прочий запас. Почему случилось именно так? И, ну и, скажем так, и даже если рассматривать, то даже территориально, да, там, где государства, возникшие на территории бывшей Орды, они, ну, насколько я понимаю, они не продолжили эту традицию. Вот я сразу вынужден немножко скорректировать твой вопрос, понимаешь? Потому что когда ты говоришь, что нынешнее как бы международное право, признание прав человека базируется вот на тех там документах, там какая-нибудь Великая Хартия Вольности и так далее, и вот она как бы про... Да ничего подобного, я как раз весь час рассказывал, что нынешнее представление о правах человека вовсе не базируется ни на Великой Хартии Вольности, ни на русской правде, ни на Конституции американской там... 1780 какого-то там года и так далее, не на французской, понимаете? И особенно на практиках. Потому что то, что у них базировалось, дожило до середины 20 века в их конституциях, в их законах и так далее, да, до фактически вот этой страшной Второй мировой войны, когда все люди, которые вот эти вот западные там конституционалисты и так далее и прочее, да, они как себя проявили? Ну, допустим, нацисты в Германии проявили просто геноцидом там, евреев, цыган и почти геноцидом всех остальных, кто им не нравился. Ну, то есть убивали миллионами людей, да, в концлагерях. А те, которые с ними воевали как бы за свободу, да, там, и за всякое такое. В это время существовала Британская империя, которая тоже там африканские, всякие индийские восстания подавляла. Выходцы из Британской империи, американцы, которые воевали за свободу, уничтожили коренное население почти на ноль целого континента за 100 лет до этого на своей конституции и так далее. Они как раз не являются их продолжением. Сейчас я скажу, это нам пытаются навязать сейчас представление, что все передовое, прогрессивное и хорошее – это продолжение тех самых традиций, там, в том числе античных, да, где раб человеком не считался. Причем, или ну, более поздних средневековых. Нет, как раз во время Второй мировой войны произошло осознание не от хорошей жизни, а вот от этих всех мучений, страданий миллионов людей в Европе прежде всего, потому что европейцы, ну как бы и квазиевропейцы, как американцы, были инициатором создания Организации Объединенных Наций, у которой основная цель в уставе – это предотвращение новой войны. И только когда европейцы в отношении европейцев стали вести себя таким образом, как европейцы преспокойно, пиша романы, симфонии, фуги, там, не знаю, там, строя версальские или там, зимние или какие-то дворцы, там, великую создавая литературу, английскую, американскую или русскую и так далее, когда они вот такое жуткое кровопролитие и бесчинство творили по всему миру, а тут это приложили к ним, вот только тогда, в результате этого кризиса, пришли к пониманию, что человек как высшая ценность, его права как высшая ценность должны стоять и над государством, и над этими всеми, в том числе над теми огромными положениями, которые в той же самой Великой Хартии Вольности или где-нибудь, они, значит, ну, знаете, можно так с трудом, так сказать, вот если очень задаться целью, да, где-то какие-то отблески, так сказать, найти, проблески. И потом говорить, что это мы, блин. Что это от нас, а это не от них. Это от того, что европейская культура, правовая мысль в том числе, правовая практика и институты в середине 20 века в ходе вот этой
и потом уже не только, но и уже в противостоянии с Советским Союзом, скажем, там, тоталитаризме, они убедились в том, что их-то европейский путь, там, или квазиевропейский, как американский, там, или какой-то, да, он как раз-то недостаточен, он заводит человечество в тупик. Не случайно Британия, в конце концов, ну, практически добровольно отказалась от своих колоний. Но сначала они устраивали массовый расстрел, там, индийской демонстрации протеста, там, где-то в 1946 году, а после этого уже как бы и отстали от них. То же самое там с Ирландией, тоже, да? Потому что как бы сказали, ну как так, с одной стороны мы тут права человека, а с другой стороны мы там колонизаторы. Но не все так сделали. Португалия, он там до 1976 года фашистский режим Салазаровский Анголу держал там и так далее. Это не означает, что страны, освободившиеся от колониальной зависимости, ну прям-таки сразу стали там какими-то цветочками на клумбе. Многие из них тоже являются примерами и тоталитаризма, и ужасов, и там геноцидов, как в Руанде, допустим, да? Но, тем не менее, по крайней мере, уже с того как бы периода европейцы говорят, это плохо. Мы так не договаривались. Ну, они хотя бы так говорят. Но они сначала свою практику европейскую, как можно обращаться с чужеземцами, с туземцами, с инакомыслящими, с инорелигиозными и так далее, да, они сначала тоже 200-300 лет на месте показывали. Обучали, так сказать. Конечно же, конфликты в обществе существовали всегда, и геноцид не был изобретен Гитлером, он практически существовал. Ну вот геноцид, ну скажем, я тоже не думаю, что они изобретатели, но одним из как бы серьезных вкладчиков геноцида были римляне, которые практически, если народ не сдавался им в рабство, они его уничтожали до последнего. И многие древние народы, европейские, не негритянские, не тюркские, они просто исчезли с лица земли. Благодаря замечательным римлянам, которые построили Колизей, акведуки, там, я не знаю, римское право нарисовали и так далее. Сау olun, дорогая. Çok sağ olun за эту лекцию. И, ну, я знаю, мне кажется, можно сделать два вывода в этой ситуации. Во-первых, что любая социальная структура, любой социальный организм способен выжить только в одном случае, если он эволюционирует и реагирует на какие-то внешние вызовы. А второй вывод, свою историю нужно писать самим. И это однозначно. Çok sağ olun. И мы переходим, если есть вопросы, я готова передать, так сказать, микрофон и палочку эстафетную в зал. Buyurunuz. Я, в общем, не совсем согласна с твоим утверждением, Надежда, что вот Великая Хартия вольности, с одной стороны, а Яса Чингисхана, они как бы не имели последствий, да? Я прошу прощения, как это не имеет? Я разве что-нибудь такое сказал? Нет, ну как бы нет, ты такое не говорила, я просто как бы, ну, у меня буквально последний вопрос Ленора как будто с языка сняла. Я тоже хотела сказать, что все-таки они заложили какой-то фундамент. Я сейчас говорю о Великой Хартии, но это мое убеждение. Великая Хартия вольности все-таки заложила фундамент. Революции первые произошли, и крепостного права там не было, да? Ну было, а потом быстренько все там поотменялось. А вот на территории, огромную часть которой, Орды, которую занимает Россия, крепостное право было отменено только в конце XIX века. И почему так случилось действительно, что там, ну хоть с отдаленными последствиями, да, с какими-то перегибами в формате Гитлера, но все-таки гуманистические тенденции, они... ну, может быть, это тоже стереотип, они все-таки, мне кажется, шли с Европы. А вот эта часть планеты, вооруженная Ясой Чингисхана в историческом плане, она до сих пор живет в условиях крепостного права, морального. Ну, это действительно скорее комментарий, но можно было бы сказать так, что, ну, давайте вот рафинированно посмотрим, что такое гуманизм. Ну, это любовь к человеку, уважение к человеку, признание его достоинства и стремление его как-то поддержать, да? Ну и давайте сравним население Европы с населением тех территорий, колоний, да, которыми Европа владела несколько столетий. Что вот чернокожие там жители, там какие-нибудь берберы, там коричневокожие, да, или краснокожие, условно, там индейцы, мы сами их людьми считаем или нет? Если да, то пусть мне покажут гуманное отношение американцев к индейцам.
Этой территории к собственному народу относились. А как- вот это как к другое. индейцам А вот это и к другое. чернокожим. К своим и к чужим всегда идет как бы разграничение и развлечение. Но с другой стороны, на этой территории кому к собственному народу? Допустим, в России живет 190 народов. Предлагаю, значит, любому, хоть сейчас, хоть потом, найти где хотите найти. Хотите в Гугле, хотите, ну хоть идите по улицам ищите. Перечень народов России. Кто в России считается народом? Какие народы в России живут? Нет такого источника. Вы сможете найти перечень национальностей. Да, там, допустим. Ну тогда сразу встает вопрос. Азербайджанцы — народ России? Еще. В Российской Конституции, значит, там, где говорится о федеративном устройстве, там написано «республика» в скобках «государство». Ну и потом перечисляется их там, да, Татарстан, тудым-сюдым, там Бурятия, всякое такое, Адыгея. И их оказывается 23. Причем из них, ну, допустим, Дагестан, Карачаево, Черкесия, Кабардино-Балкария — это непонятно государство какого народа. А самое непонятное, какого народа государство — Республика Крым. Крымчан. Вот. Новый Подожди, вид биологический. Да. Так хорошо, но перечень народов, когда в речах политиков перечня нет, а когда говорят, ну там в России живет более 160. Допустим. И в той же Российской Конституции все народы России равноправны, тра-ля-ля там и так далее. И пусть мне кто-нибудь теоретически, да, не с палкой в руках, а вот просто сядет напротив меня и объяснит, как может быть равноправен народ, у которого в Конституции написано, что у него есть республика в скобках государства, и народ, про который ничего нигде не сказано. Пожалуйста, другие вопросы. Сағыңыз. Надира аға, вы вот сегодня рассказали очень такую историю, очень интересный экскурс в прошлое. А мне бы хотелось сказать, ваше мнение, получило ли сегодня человечество, общество, сделало ли оно вывод из всего этого, и вот в каком направлении оно сейчас развивается, и имеет ли вообще представление о том, куда оно идет? Вот ваше мнение. Понимаете, это вот на самом деле мое мнение, потому что, ну как сказать, я же не человек, который, имеет право говорить даже от миллиона, скажем, человек. Понимаете? Вот я там выражаю точку зрения миллиона человек, допустим. Я этого про себя сказать не могу. Тем более таких общностей громадных, скажем, как Китай, да, 1,5 миллиарда там, или еще что-нибудь в этом духе. Или от какой-то организации, которая, как ООН формально представляет всех, да, там, или как-то, или большинство. С моей точки зрения, человечество, конечно, выводов не сделало, тех, которые должно было сделать. И Вторая мировая война, которая, ведь ООН-то, да, с какой сверхидеей появлялась, что никакой больше войны вообще в мире не будет. Для этого и Совет Безопасности создавался, и вооруженные силы ООН должны были быть созданы. Не вот те вот отдельные миротворческие контингенты, которые тудым-сюдым посылаются, а реальные вооруженные силы ООН, где, если кто-то затевает войну, они оба приехали, сказали, что ты тут делаешь. Очевидно, да, что ООН не справляется с этой задачей, так, как она была организована. И, в общем-то, не справлялась буквально с момента своего создания, потому что в Южной Корее они мир и порядок не установили, сейчас уже можно и дальнейшие выводы там делать. А уж то, что человечество находится сейчас в ситуации, которая пахнет Третьей мировой, там по разным отчетам некоторые считают, что Третья мировая — это холодная война, а это уже четвертая, что от этого легче, что она четвертая, что ли. Вот. Можно сказать, что человечество выводы не сделало. Причем не сделало так, знаете, прямо осознанно, не то, что потерялись в лесу, заблудились, а и не хотим мы этого всеобщего мира, и не будет его нафиг. И мы все равно сделаем, как сами хотим, у нас много чего для этого есть. И все. Сағыңыз. Каждая мировая война, которую мы, собственно говоря, наблюдали в 20 веке, она заканчивалась тем, что разваливались некие институции международные, и потом появлялись новые. Не знаю, что нас ждет в этот раз. После Первой мировой войны была создана Лига наций, и она, собственно, в ней было 52 государства, они преимущественно были европейскими, а все остальные за людей не считались. Да, и она свою бессмысленность, в общем-то, показала
возникновением Второй мировой войны. Насколько справляется ООН, мы сегодня наблюдаем, но что нас ждет завтра тоже, пока мы еще не можем сказать точно. Если есть вопросы, давайте мы их зададим. Ассаляму алейкум. Чухсал за вашу замечательную лекцию, на протяжении которой у меня возникали вопросы, но вы очень быстро на них отвечали. У меня другой вопрос, возможно, он покажется немного наивным, и я думаю, что многие задаются похожими вопросами. Мы знаем, что в историографии были попытки, в российской историографии были попытки переосмыслить вопрос относительно золотоордынского наследия, относительно, российского государства. Мы знаем и про теорию, евразийскую теорию, Вернадского, мы знаем про Гумилева, который отстаивал правду, насчет темы Орды, насчет истории тюрок, и сам же страдал при этом в период Советского Союза. И сейчас мы опять же каждый день, наверное, наблюдаем повторные штампы о тех стереотипах, о которых вы говорили на протяжении всей лекции. Мы видим их в фильмах, мы читаем опять же в учебниках по поводу злой Орды. Возможно, вы сможете ответить, почему мы наблюдаем это сегодня тоже, почему вот эта попытка переосмыслить вклад Золотой Орды, она по сегодняшний день не продолжается так же упорно, как вот эти навязывания стереотипов. Вас как зовут? Эльвира. Эльвира? Эльвира Ханум, вы уж не обижайтесь, но вам в самом начале моей лекции дали ответ. Напомни, Ленор. Историю пишут победители. Чем же мы так не нравимся победителям настолько? Это тоже часть нашей истории. Да, безусловно, часть нашей истории, база наша в значительной степени, потому что, как я попытался показать, я сказал далеко не все по этому поводу, что можно было бы сказать, что доступно. Многое из Золотой Орды существует теперь не в виде правовых установлений институтов, потому что они были разрушены, причем целенаправленно уничтожены. Крымское ханство со всеми ее там. Допустим, в Крымском ханстве оно не было абсолютной монархией. Оно было ограниченной сословным представительством, причем в диване был еще и тат-агасы, то есть представитель христиан. Квота была для христиан в Крымском ханстве, в парламенте, который значительно ограничивал власть хана. И обратите внимание, что если уже после заключения этого договора между Крымским ханством и Османской империей хан назначался султаном, как считалось, тоже из рода чингизидов, то он смещался-то ведь не султаном. Нет, султаном тоже мог. Но в том числе мог и Курултаева сместить. И многие ханы уходили из Крыма именно по решению Курултаева. Значит, почему мы не нравимся? А потому что, еще раз, языковая политика в Орде, что я рассказывал, вспомните. Налоговая политика, межэтническая и межрелигиозная толерантность, отсутствие привилегий правящему, изначально создателю этого государства монголам. Это скорее их ограждение. Не может быть раба из Монголии, не может быть работника из Монголии. Все. Чохсагулну за содержательную, такую многогранную встречу и беседу. Я надеюсь, что это будет не последнее, потому что нам есть что обсуждать. И самое главное, я буду еще раз повторять, что свою историю мы должны писать сами. Чохсагулну. Надир один из тех, что пишет нашу историю. Сава Уджанов. Чохсагулну. Можно и тебя уже? Нужно. А то скажешь, что я никосоглазых не люблю. Люблю. Хорошо. Мне так удобнее говорить. Aynen. Çok sağ olunuz. Sağ olun Serkez, sağ olun Cemaat. Bekliyorum.